Купайтесь, манкурт. Так. Нихуя себе. Здесь видео загрузили. Ну, можно посмотреть, конечно. Давайте-ка. Бабушка отмывает патроны. Бабушка, у вас все сорта. Я говорю. Ну, так, подивись. Ой, вообще отлично, бабушка. Ну, конечно, у нас солдаты так не умеют, как вы делаете. И так не буду. Бабушка на Купянском направлении помогает фронту, как может, отмывает найденные патроны от грязи. Все ради одного – ускорить освобождение региона от российских оккупантов. Понимаете? Блядь, стыдно говорить даже. А у нас что делают? А у нас, блядь, отправляют, блядь, соленые огурцы, самогонку, блядь, еще что-то, блядь, свечки, эбилер отправляет на войну. Абу Эби моет патроны, блядь. Казагаемо, блядь. Парадоксальный ебанизм, блядь. По-другому нельзя это назвать, блядь. Просто позор, блядь. Позор, блядь. Башкир, блядь, татарга, блядь. Чечен, Дагестанга. Всем позор, блядь. Вы же мусульмане. Вы же ненормальные вообще, да, я думаю, блядь. Вам, блядь, наверное, дороже вот этого гребаного Кадырова, сын, там, еще кто-то, блядь. Нахуй они нам нужны, блядь. Нахуй вообще они нам нужны, блядь. Понимаете? Бізге ең мөһим нәрсә бізге мұнда? Бізді халық тірі қаларға тиіш. Или вы как, блядь, эти чингачкуки, блядь, как индейцы, блядь, в Америке хотите бегать, блядь, нахуй, по горам, блядь, 1-2 штук, блядь, как Зита-Гита, нахуй, или что-то в этом роде, блядь. Только так хотите? И везде, чтобы у вас, блядь, окружали узкожопые, блядь. Как вы хотите жить дальше? Башкортостан кем қолында болашақ? Башқұрт қолында болашақ? Или манкуртлар қолында яшаймыз біз? Қашан қатылы біз манкуртларға қол болып яшаймыз. Bütün boshliqlar, блядь, манкурт, блядь. Хабировтан, Минихановтан, бүтінісі. Кадыровны, да, вообще айтмемен, да, вообще черт поганый, блядь. В Дагестане вообще узкожопые, блядь, поставили этого черта какого-то тоже, блядь. Одни шайтаны, блядь. И вот это меня выбешивает, то, что смотри, вот смотришь и вспоминаешь Украину. У меня же тетя с Украины еще, да, ведь была. Вот у меня там родственники живут. И вот так подумаешь, вспомнишь, вот они ведь, блин, предатели Родины были. Во время 41-45 они были предатели Родины были. Ну, это нам так рассказали. А крымские татары были предателем Родины. Ну, если оно так было бы, допустим, да, это же пиздеж, блядь, и провокации, так сказать, СССР, блядь, Сталина этого пидора, блядь. Если оно было бы так, допустим, да, чё ж тогда, блядь, нахрен они вот в таком положении, да, в таком положении, если они были бы вот такие предатели, да, блядь, нахрен, в дальнейшем, блядь, не этот вот за отместку, блядь, нахуй, не ебанули, блядь, вот это московское, блядь, дерьмо, блядь. Вот ответьте мне вот на этот вопрос, блядь. Почему в отместку они не ебанули, когда они, блядь, вот их, всех, блядь, на ГУЛАГу, блядь, отправляли, блядь, казнили, убивали, предатели, чмырили, грубо говоря, блядь, и крымских татар нахуй куда-то отправили. Почему они в отместку не ебанули по Москве? Потому что это ложь, блядь. Понимаете? Все интерпретировать его по-другому, ты там
доказываю, что это ложь, блядь. А вот прикиньте, вот таким образом кто-нибудь размышлял, если бы они были бы ничтожными предателями в гитлеровской войне, этот, блядь, я считаю, блядь, оно бы, блядь, осталось бы там, вот эта вся дичь, она была бы вся, как они предполагали, что это вся Украина и крымские татары вдобавок. И они бы, наверное, блядь, давно бы сами собрались бы, потому что Крым был Украиной. До сегодняшнего дня, так сказать, блядь. И исходя от этого, блядь, они бы, наверное, давно бы, блядь, что-то сделали бы. Потому что они были независимые Украины. Это не Башкортостан там, и так далее. Даже Чечня рыпнулась на Москву, так сказать. Москва рыпнулась на Чечню, а Ичкерия пизды дала Москве, блядь, в свое время. А Украина ничего не сделала, потому что у них не было предательского ощущения. Потому что они не были предателями. Понимаете смысл? И теперь, почему эта бабушка моет вот это все? Потому что она знает с тех времен, бабушка, с тех времен, что они не были предателями. Понимаете смысл какой? Если человек нацист и Бандера, предатели или что-то в этом роде, они остаются такими по жизни. По жизни. Вот теперь, почему я это так развиваю такую тему? Вот теперь посмотрите Москву. Кто были на самом деле нацистами, блядь? И почему началась эта отместка, этот типа защита узкого мира в Украине, блядь? Как в Грузию зашли, отжали, блядь, Осетию. Вот из этой категории. Почему? Теперь вы понимаете? Потому что нацисты, блядь, сидят в Москве, блядь. Вот в чем прикол, блядь. Прикиньте, да, блядь? Парадоксально, блядь, ебанистически, блядь, заработал, блядь, нахуй. Мысль, блядь, пришла такая. Понимаете? Вроде бы тупо, блядь, вот так, если размышляешь, какой-то тупизм какой-то, блядь. А в то же время, блядь, шын, блядь, хок. Нарса. Понимаете смысл? Если бы, допустим, крымских татар, чеченцев, которых отправили в свое время, так сказать, блядь, в Казахстан, имеется в виду в рабство, ну, так сказать, не в рабство, как это, забыл это слово, ну, отправили, короче, на отправку, изгой, короче, сделали изгоем этот народ. После этого, калмыков читал сегодня, да, ведь еще говорил про калмыков. Калмыков тоже, блин, на Сибирь отправляли. Ну, на Сибирь отправляли, это понятно, в ГУЛАГу отправляли. И после этого мы понимаем, что если бы они также захотели бы отомстить, они бы внутри это сделали бы. Но тут фишка у нас внутри. Месть другая. Месть, так сказать, оторваться от этой колонии. Вот эта месть у нас играет внутри, понимаете? А не та месть, которую они нам завязали. Предатели, крымские татары, украинцы, предатели Родины, блядь, калмыки, предатели Родины, блядь, все, блядь. Понимаете? Смысл, понимаете, какой? И это бы, как вам сказать, ну, не работало бы так, если бы эта месть была бы внутри, на самом деле, была бы вот это предательство, оно бы не работало бы как отойти от колонии. Понимаете, как смысл хочу сказать? Что если мы хотим сейчас оторваться от колонии из-за того, что мы рабы, а тут из-за того, что люди, получается, были когда-то предателями, и они за это не отомстили, и никто не поднял голову, это и есть доказательство того, что они не были никогда предателями.
Как-то так. А вот за то, что, блядь, мы в колонии, и мы не предатели вдобавок еще, и мы просто в колонии этой ебучей России, вот за это мы обязаны воевать. Потому что без хок юлдабыз, безнің жоқта хоклық, безнің жоқта правда. На нашей стороне правда. Блядь, я уже не знаю, на каком языке говорить. На нашей стороне правда, поэтому мы правые. И правая сила, Аллах Та'алям, всегда даст нам силу. Как говорится, степ-бай-степ. Только так. Примерно так. Тяжело, как говорится, мысль такая. Ну, решил я такую мысль развить. Как я говорю, блядь, вроде бы тупизм, но в то же время цель вот этого блядства, которое они устраивали, блядь, нахрен, тамга, да? Тамга – это как бы клеймо. Вешали клеймо всем, блядь, нам, табу какой-то делали нам, блядь, что все, пизда, вот этот народ такой, та-та-та-та-та. И если интерпретировать эту всю дичь в эквиваленте, блядь, тех других, которые не предатели вообще, да, ведь? Получается, нахуй, мы только можем мстить не только за это, там у них просто, да, у них там предатели обвинили, потом напали там на Украину и так далее, да, у них как бы полный масштабный, блядь, нахрен можно заебенить, так сказать, за это Москву. А у нас, у них как бы имеется в виду в данный момент, а у нас получается, блядь, всего лишь, блядь, захват Казани, захват Башкортостана в дальнейшем и принуждение, блядь, казанских татар, булгарских татар к крещению, принудительное крещение, потом заход в Башкортостанга, тоже, блядь, унижение, голодоморы и так далее. Да у нас, блядь, там тоже, оказывается, так подумать, блядь, хватает, блядь, причин разъебать Москву. Но это не тот эквивалент, чтобы они нам повесили, что мы предатели Родины. Понимаете смысл? Поэтому, получается, одни, получается, могут из-за этого заебать Москву, а мы просто за Казань, за захват, получается, уничтожение Казанского ханства. Вот 500 лет давности, вот за это мы можем смело претендовать, что мы их должны уничтожить. Москву имеется в виду. Вот как-то так. Идем дальше. Что-то ушел я, блядь, не могу. Что тут нужно? Прикол. Скоро алкоголь подорожает настолько, что валяться под забором сможет только очень состоятельный человек. А я сегодня такую дичь увидел. Загрузил я даже вроде в ТикТок, блядь, Телеграм себе просто закинул. Одна орет, и куда я закинул, блядь? Орет башқұрт тілінде, орет, қоядыр кімдір келді, мен қайтып келем, қазір самай ішеміз деп оқырып кетіп бара, короче, бір қыз, короче. Такой прикол, короче, да? Там, из какого-то прикола, блядь, Елмай деген группадан. Елмайерсың да, блядь, нахуй. Вот это и есть, блядь, чистая вот эта тема нашего Башкортостана с Татарстаном. Самогон ішеміз, самогон құямыз, блядь. Вот шундай хал, блядь, бал ішеміз, бал құямыз. Вот из этой категории, блядь. Вот біздікілерге бұл ни почем, блядь. Если подорожает алкоголь, мы же знаем, блядь, в каждой деревне у нас самай делают. Начинается, блядь, гонение самогона, блядь. Поэтому келешек Башқұртстан мен Татарстанда шу самай итулеріне де тоқтатырға керек. Орақы сатуны тоқтатырға керек. Бізде орақы заводлары болмасқа тиіш вообще. Башқұртстан мен Татарстан жерінде орақы шықмасқа тиіш. Ол заводларны переоборудовать, если они вообще такие существуют. Есть же, блядь, Белебеевская водка, блядь, точно есть, блядь. Короче, всякая хуйня есть.
Красноуфимская вроде есть, блядь, что такое. Короче говоря, бізге bütün, блядь, беленькие, черненькие, нахуй, все эти водярные, блядь, заводы переформатировать под что-то другое, блядь. Допустим, блядь, там выходит там стеклотара, водка, вода, туда-сюда, что-то выходит, все переоборудовать под что-нибудь там, допустим, напитки какие-то свои делать, блядь, компоты делать, я не знаю, блядь, соки, блядь, натуральные, блядь, жилякlardan, жимишlardan, рансакелярдан. У нас шундай хальнаштарга делать, но не водку, блядь. Водка – это вообще дичь какая-то, блядь, это, ну, так сказать, самогон, спирт, вот эта хуйня, пришедшая вот опять-таки от этого узкого мира, блядь, я думаю. От кого-то от них пришло это, нахуй. Явно к нам, блядь. У нас не было такого, блядь. И не надо нас потом говорить, что это саки, блядь, японские, блядь, и саки, или как это называется, саке, блядь. Не надо нас к этому, блядь, к этому сразу приплюсовывать. Почему? Потому что у каждого народа есть свой алкоголь, блядь. Допустим, вон, у итальянцев вино, блядь, у португальцев вино свое и так далее, и так далее. Поэтому даже если уж на то пойдем, даже в Узбекистане есть свое вино. Потому что винные, так сказать, винограда полно. И вино, как бы, оно как-то есть, да. Поэтому тут именно идет не только, так сказать, о вине, блядь, да, а именно о спирте и самогоне, которая самая мощная, блядь, нахуй, отрава любого, блядь, населения. Это отрава. Поэтому бізге пакыш харамные дела надо заканчивать, блядь. Вот и все. И не надо превращаться, блядь, так сказать, в дорогой Дубай, где тоже продается алкоголь. Блядь. Не надо нам, блядь, копировать эти долбанные какие-то страны, которые, так сказать, псевдо-мусульманскими, так сказать, своими делами. Поэтому как бы Дубай это просто место, где люди делают бабки. Вот и все. Поэтому там все разрешено. А в Башкортостане, Татарстанда все разрешено, там, full easy, блядь, не будет так вина. Вот и все. Так, из-за того, что похороны погибших в Иране собирают тысячи человек, которые скандируют смерть Хамини, власти Ирана вводят новые ограничения. На похоронах разрешено присутствовать только родителям и самым близким родственникам. Дичь полная, я вам скажу, блядь. Каждая минута какая-то хуйня, блядь. Оттуда, блядь, приходит, блядь. Ай, блядь. Так. Я чуть-чуть. Кто, ну, комментарий вы вытащили откуда-то, блин. Почитаем. Кто куда, откуда вытащил, короче. Какой-то Гингер Кориандр пишет, блядь. У меня умер отец на СВО. Кто-то пишет. Мужа еще надо отправить. Деньгами, главное, не делись. А, ей пишут, блядь. Муж у меня уже умер 2,5 года назад. Больше некого отправлять. Ха-ха, охуеть. То ты миллионерша? Мужа машина сбила. И я из Беларуси, если что. Я в ахуе просто, блядь. Беларусь где, блядь, нахуй? СВО где, блядь? Муж умер там, отец на СВО, блядь. Охуеть. Кто-то пишет, не повезло, блядь. Не повезло им, да, блядь, хули. Тут что-то слово не повезло, что-то не работает. Потому что, я думаю, блядь, тут вообще какого хуя Белоруссия делает, блядь, на СВО, блядь. Вот теперь интересно, блядь, мне становится, что когда мне, точнее не мне, блядь, людям вот здесь где-то пел кто-то, блядь, по новостям, блядь. Нет, говорит, блядь, белорусов нету на СВО. Белорусы не идут на войну. Типа Лукашка такой, блядь.
Мы не идем. Но если Москва попросит, да, мы можем. Это, блядь, Лукашкины слова, блядь, примерно. Москва попросит, блядь, все, хуйня, блядь, будет, нахуй. Это получается, нахуй, тайна, блядь, Москва попросила после Пригожина? Или что, блядь? Хуйня. Ну я это в тот день, да, грузил. Ну вот это вот дичь вроде бы, ну я в Ютубе не говорил. Бузулуки, блядь, Оренбургская область. Цены повысились в 2026 году благодаря этому человеку. Не стесняйтесь в словах, чтобы выразить свою благодарность за это. Вот за это. Мне кажется, их уже загребли, наверное. Подошли к ним, блядь, эти пидоры узкожопые и что-то сделали. Ну, можем пройтись, послушать, подумать, так сказать, если загрузит это. В магазине «Пенная кружка» Бузулуки разместили оскорбительный плакат «Требуем реакции». Узкая община Бузулука столкнулась с откровенно провокационно противопоказанной выходкой. В магазине «Пенная кружка», город Бузулук, 4-й микрорайон, дом 19, был обнаружен плакат, публично оскорбляющий президента Пидороссии. Плакат с призывом благодарности за повышение цен в 2026 году содержится грубое публичное оскорбление главы государства. Несмотря на размытость, на изображении четко идентифицируется рожа президента. Это не оставляет сомнений в личности, на которую направлено оскорбление. Братья узкой общины посетили магазин с просьбой убрать провокационный материал. Хорошо еще, блядь, они туда не пришли с фалоиммутаторами, блядь, вот этими огромными, нахуй, блядь, дубинками, нахуй, которые, блядь, в их жопе было, блядь. Хорошо с этим они еще туда не пришли, блядь. Посетили магазин с просьбой убрать провокационный материал. Продавец отказался его снимать, соглашаясь на риск увольнения, а связаться с руководством магазина не предоставил возможности. Мы считаем подобные действия абсолютно недопустимым. Свобода слова не означает права на публичное унижение и оскорбление власти. Статья 319 УК РФ. И на это у них есть статья, прикиньте, блядь. Дичь. Это не шутка и не острота, а прямые нарушения закона, разжигающие неуважение к институтам государства. Призывом компетентных органов провести незамедленную проверку по данному факту, установить лиц, ответственных за размещение плаката и привлечь к установленной законом ответственности. Давайте здесь остановимся. Мысль родилась. Дуслар, Башкортостанда, Татарстанда, вот насчет вот таких мыслей, в первую очередь давайте скажу так. Этих мыслей мы не имеем права, чтобы они родились. Теперь к мыслям. Вдруг такие мысли родятся в Башкортостане, Татарстанда. У нас в правительстве Курултай, да, президент вообще будет никто, я еще раз повторяюсь. Курултай на эти вдруг я говорю, появится в Башкортостане, Татарстанда такая дичь, в новом Башкортостане и Татарстане, да, иншаллах, независимо, Озат Безендавлетарда, вдруг даже нечаянно появится такая дичь, то, что кто-то заявит, что куда-то повесил плакат там туда-сюда и заявит, что в Курултае сидят какая-то хуйня, или там, блядь, президент какой-то хуйня, у нас на такую тему не то, что там, блядь, должны предъявить, и не то, что там мы должны к этому привести народ, подавно, блядь, об этом речь не должно идти вообще, блядь. К этому народ вообще даже додуматься не должен сделать такой плакат. Я вперед говорю это. Предупреждаю. Bizde ондай статья вообще болмасқа тиіш. Понимаете, да? Біздің конституция не должно ни от кого скопернуться, блядь.
У нас вообще этой дичи не должно быть. 319 УК РФ приблизительно такой, да, допустим, будет она какая-то 100 в вашей голове, статья 100. И такая дичь. Унижать Курултай там нельзя, будет суд. Еще раз повторяюсь, у нас этого закона вообще не должно быть вообще, и народ вообще не должен с такой хуйней даже додуматься выйти. Теперь объясняю, как это происходит. Халық былырға тиіш тук. Ош халық қана ондай нәрсеге способен. Шуларға халық былырға тиіш тук. Халыққа зарар тимәскә тиеш ғұмыр бойы. Мына туылған екен бала. Өлгенше ул кеше зарар күрмәскә тиеш. Ул безнең дәүләттә, Башкортстан менән Татарстанда. Құрылтай құрылырға тиеш. Башкорт һәм татар халкы яшәсен өчен құрылырға тиеш. Он не должен даже вырабатывать этот народ такой, блядь, противоположный вопрос. Почему? Потому что если он даже захочет что-то предъявить, я в каких-то своих эфирах говорил, Курултайда будет отдел в любом районе Башкортостана, Татарстана, где жалобы будут приниматься, жалобы на, допустим, оно будет. Вот здесь снег не убрали, вот здесь дома что-то не сделали, до ума не довели. Это тоже вдруг, я говорю, в нашей компетенции должно быть все ровно, блядь. Народ не должен даже, блядь, где-то доебаться до нас, блядь. Не то, что, блядь, написать вот такой ебаный плакат, который я вам показал. И после этого мы понимаем, что мы должны быть честнее самими, даже перед самими собой, блядь. Не то, что перед людьми. Честными мы должны создать этот Курултай. И вот эти предъявы мы не должны, как вот этот Хамини, блядь, какие-то ебучие иранские там, какие-то правители, диктаторы. Мы не должны сразу кисербашка делать всем, блядь. А мы должны иметь окошко претензий, предъяв и так далее. Вот как сейчас госуслуги есть, но госуслуги это пидорастическая организация, блядь, по идее, блядь. А у нас должно быть, допустим, Курултайская какая-то организация, ну, имеется в виду, Давлет Йоғында, Давлет идарасында былырға тиеш окошки, допустим, в каждом районе, где человек, который недоволен работой, допустим, врача, учителя, педагога, какого-то хуя еще какого-нибудь, недоволен, допустим, и он должен туда изложить. И вы не подумайте только здесь сразу, что это стукачество. Нет. Стукачеству народ я не призываю. Народ должен быть, еще раз, коснуться. Күтіне жауап бере тұрған халық мы должны выработать в дальнейшем. Күтіне жауап бере тұрған халық бұларға тиіш, блядь. Еще раз повторяюсь. И после этого мы должны понимать, что это окошки должны работать для того, чтобы решать проблему населения. Подошел, допустим, кто-то ауылдан и айтты, менің ауылымда асфальт кірмеген, балақайлар. Решим давайте. Как в Узбекистане сказали бы, хоп болады, тағаджаным, акаджаным или опаджаным, абикаем, хоп болады. Мы записали ваше обращение, ваше дело рассмотрится и решим мы в течение недели. И все, пришли, заебенили асфальт. Допустим, в Ебеня где-нибудь там аулда. Буржанда, допустим. Буржан Йоғында. Допустим. Или Челябі Йоғында. Или Екатеринбург такой-то разъебанный что-то. Все, уехали, сделали. Точнее, блядь, не уехали, позвонили в Бурзянский район, сказали, так, мына жынды ауылдан хабар келді, асфальт жоқ екен.
наблюдаю, блядь, фотографии, видео, отчет, блядь, что оно завтра есть, или там через неделю есть. Окей, все, приняли, сделали. Приняли, сделали. Понимаете, вот так должно работать государственные учреждения Башкортостана татарның жерлерінде. Это вот это и будет честность от ислама, это будет честность нашего народа, это будет добросовестность всего этого общества, которое в дальнейшем хочет построить независимый Башкортостан с Татарстаном. Вот без шунды благотыжбы, блядь. 24/7 у нас должны работать операторы, которые будут принимать любые какие-то ёбнутые движухи по будущему государству, где, допустим, что-то произошло, то жалобы, то все 24/7 должны принимать. Это я не говорю, что это пожарные, блядь, менты, медики, педики, еще что-то. Нет. Это отдельная от Курултая организация, которая работает именно на Курултай, которая будет, так сказать, прямолинейно докладывать Курултайга, чтобы в Курултае решалась проблема того района, откуда поступила жалоба. Понимаете смысл какой? Это жесткая система. Вот как раз-таки здесь система Японии к нам к лицу было бы. Взять ихнюю тактику самураев, тактику вот этих, так сказать, японцев, чтобы мы были как часы, блядь. Даже часы, блядь, могут отставать, а мы должны опережать систему всего разработки внутреннего инсайда, блядь, внутреннего нахуй оболочки, внутренней, блядь, ядрома, нәрсе дейсіз ona, блядь, Башқұртстан мен Татарстанның ішіндегі тұтырықлы ішлерні, бүтін тұтырықлы ішлерні біз тұтырға тежбіз мына шулай, блядь. Бір мүшті, блядь, бір кулакта тұтырға тежбіз, блядь. Только так. Вот шунды мощная система была в этой, блядь. И подавно, если даже это будем, допустим, импровизировать сейчас, типа какой-то захват будет такой, или там заход на нашу территорию. Вообще пиздец должно быть это. Понимаете смысл, да? Это просто жалоба появилась, а тут получается заход на нашу территорию каких-то хуев, допустим, узкожопых каких-то, блядь. Все, пизда, блядь. Мы должны, блядь, в тот же момент собраться, военная тревога туда-сюда и конкретно, так сказать, отправить туда войска или что-то в этом роде. Это вот примерно так должно работать наша система. Понимаете? Чтобы где-то, блядь, прокололся, допустим, какой-то косяк произошел внутри Башкортостана, все, мы должны решить, и народ никогда не должен страдать. Народ должен всегда быть сытый, обутый и без косяков. Вот примерно так. А если вы, получается, думаете, что мы построим после путинасоса какой-то, блядь, после Хабирова, Минниханова какой-то, блядь, охуенную страну, вот охуенная страна, она должна излагаться вот примерно, как я сказал. Вот это будет охуенная страна. Почему я всегда Башкортостан и Татарстан сопоставляю с самими собой, не с другими, потому что мы должны пример показать арабским странам. Всем арабским странам мы должны показать пример, и чтобы они к нам приезжали в исламские государства и были в ахуе от всего. Чтобы у нас работала вся доктрина исламского мира. Вся доктрина, которая создана Аллахом, должна работать 24/7, блядь. Должна она работать. И весь, получается, хадисы, Кураны, которые нам были сказаны, они должны быть в разработке. В разработке. Имеется в виду, по этой теме мы должны жить. Каждый день мы должны использовать систему, которую нам уже дал Аллах Тааля. Вот этой системой мы будем жить, иншаллах. Это не означает, что будет деградационная какая-то тупая, блядь, страна, а будет она развивающая. И она будет такая, знаете, вот как бы
экземпляр другим гребаным каким-то диктаторским, блядь, нахуй странам, экземпляр нового государства. Вот так должно быть оно. Понимаете? А не так, что, блядь, оно будет, блядь, оно будет таким, что, блядь, мы должны, блядь, как сказать, своим таким усилительным, блядь, трудом добиться этого. Во-первых, надо достичь этого. И потом уже показать миру, что мы можем и так, оказывается. Мы можем, блядь, жить лучше Москвы, блядь. И мы можем это сделать. Вот так, как-то так, блядь. И дружба народов в первую очередь у нас должно быть. Казахстаном границ не будет. Еще раз повторяюсь. Вот это чтобы было, оно шло с этим. С Казахстаном не будет границ вообще. Вот Казахстан как вот шло вот километрами до Монголии. С Монголией то же самое. До Монголии будет вот идти Казахстан, да, допустим, да, и по дороге мы попадаем в этот Уйгурстан, да. Вот этот Уйгурстан тоже должен быть продолжением низа нашей, так сказать, будущей не пидорасии, низом продолжаться должен вот так идти, продолжаться, и мы должны утыкаться к Японии. Это, как я и озвучивал в начале эфира, Приморский край – это Япония, и мы уткнуться должны в Японии. По дороге, конечно, там будет Монголия, потом кусочек Китая и этой гребаной Северной Кореи. Корея тоже заебенит в дальнейшем. Корея также. Наша задача дохуя. Это, получается, Северная Корея, блядь, освободить, Уйгурстан освободить, еще всякие диктаторские зоны, еще наши компетенции, которые все мы будем освобождать. И когда мы станем как единый кулак один полностью вот этот Туркестаном, так сказать, да, ведь бывшим Туркестаном, а не Тураном, а Туркестаном, иншаллах, в дальнейшем, объединение какое-то в виде Туркестана, да. Кстати, я канал открыл Идел-Урал и Туркестан, можете туда тоже подписываться, скромно, блядь. Надо подписаться туда, человек 50, давайте подпишемся, и чтобы я тоже эфир там мог открывать в дальнейшем, на всякий случай. И вот этот, допустим, вот этими силами уже мы можем уже диктовать, получается, и другим диктаторским каким-то странам, допустим, даже вот, допустим, захват Венесуэлы, захват еще чего-нибудь, блядь, если бзикнет у Трампа нахуй, чтобы мы сказали: дорогой Трамп, блядь, или там еще кто там будет, нахуй, вы захватами не заебываете. Вы не заебываете захватами, а то мы вот эти вот независимые страны Башкортостана и Татарстана и так далее, вместе с Казахстаном и так далее, и Туркестаном и Кавказом, мы вам дадим отпор, блядь. Вот это дичи, давайте мы, вот недавно мы освободились от независимости, и мы можем, блядь, нахуй, вам дать отпор. Почему? Потому что мы освободились от этой ебучей Москвы, и вы пытаетесь создавать какую-то, опять какую-то ебучую империю. Допустим, да, я вам говорю. Вот этой хуйни мы не должны давать уже дальше происходить. Это будет колоссальным примером, как мы освободимся от этой империи. Понимаете? Это может, мои слова сейчас уходят на ветер, просто так, блядь, какой-то балаболством занимаюсь, но другого у нас шанса нет. Вот сейчас мы живем, нам дано вот эта жизнь, промежуток какой-то жизни, мы должны это использовать. Мы должны использовать его таким образом, что мы его, как сказать, блядь, уже 40 лет, грубо говоря, мы просрали уже, грубо говоря, моих 40 лет. А до меня сколько просрано было, блядь, при коммунизме, блядь, 80 лет, блядь, как все говорят. Вот и думайте после этого. Поэтому бізге бір әйбір генә мында тірі қалыр үшін, біздің халық тірі қалыр үшін бізге тырышырға керек, кровь из нос, блядь. Бізге тырышырға керек. Біз тырышмасақ, бізден соң манқуртлар балалары, блядь, пиздец это, блядь. Оларны вообще не разбудить. Поэтому мы должны сейчас это донести, блядь, людям и достичь этого. А потом
уже как-то в независимых наших республиках уже как бы бороться этими манкуртами будет легче. Потому что когда мы создадим школы наших языков, в первую очередь, и откроем все медресалер, значитлер, откроем, мы приведем в порядок весь этот манкуртский, блядь, народ, так сказать, блядь. Наш народ, это наш народ, блядь, манкуртский. Мы их приведем в порядок, иншаллах. Когда закроются все территории Башкортостана с Татарстаном от узкого мира, оно вот так, блядь, как щелкнет, вот так, чик, и все, блядь, оно вырубится все, так сказать. Вы сейчас подумать можете, блядь, диктатуру какую-то. Нет, не диктатура, а вырубится от узкожопой пропаганды, которая, блядь, нам, блядь, гнобит то, что, блядь, в Украине нацисты, Европа, блядь, гей-парад, в Америке долбоебы и так далее, блядь. Поймите, все долбоебы мы уже обнаружили, мы уже это поняли, блядь, оказывается, это были в Москве, блядь, вся дичь, нахуй, в Москве, понимаете? Поэтому мы не можем, блядь, тут, так сказать, напёздывать, блядь, себе, что, блядь, мы прям в идеальном дерьме живем. Мы наебываем сами себя, но на самом деле мы в дерьме и живем, блядь, чем весь мир. Даже тот же Иран, блядь, смог, блядь, противостоять, блядь, этой всей диктатуре. А Иран не первый раз встает, поймите, блядь, не первый раз он какие-то движухи делает. А мы еще ни разу не сделали. Вот за все эти 80 лет, грубо, коммунизма, блядь, мы ничего не сделали. Вы что не сделали при коммунизме? Нет. Все, блядь, коммуняги долбанные были наши предки, блядь. Долбоебы, я считаю, даже порой, блядь. Нахуя они так молча жили? А потому что, я понимаю почему. Потому что им внушили, блядь, что коммунизм это дружба народов, ла-ла-ла-ла-ла, блядь, пели нахуй дичь какую-то, а на самом деле, блядь, эта дичь была просто лживая, блядь. Лживая, блядь, и они, блядь, может, хотели рыпнуться, блядь, в свой момент, но в тот же момент это рыпанье, блядь, нахуй, превратилось, ну, так сказать, в их ну, затишье, блядь, манкурство, блядь, коммуняк, блядь, повылазило, блядь, атеисты, блядь, вся дичь вот эта в одном флаконе, и привело, что народ решил молча жить. Молча просто жить. Могли бы даже создать, я думаю, блядь, в свои времена, после войны даже, в 45-м годов, могли бы, там, допустим, через 5 лет, как все затихло, 50-х годов, уже сейчас было бы, блядь, 76 лет нахуй освобождению, нихуя, блядь, могли бы сделать, блядь, не БАС СССР, блядь, или ТАСС СССР, блядь, нахуй, а просто независимый Башкортостан с Татарстаном. Просто в 50-х годах, блядь, не говоря о Азии. Понимаете? Получается, блядь, даже в той же Азии, блядь, до Туркменистана, блядь, это была пипец, нахуй, манкуртная, блядь, система, блядь. Очень жесткая, блядь, нахуй. И которая, блядь, люди, ну, так сказать, как-то, блядь, даже некрасиво говорить, блядь, мы не хотели себя погубить за эти земли. Понимаете? Грубо говоря, сейчас, сори, скажу, а то этот пипец холодно стало. И, грубо говоря, народ не побеспокоился, вот как мы сейчас пытаемся вас поднять, так сказать, на уши, не забеспокоился, наши предки не беспокоились к тому, чтобы мы жили хорошо. Понимаете, блядь, это неудобно говорить, но оно так и есть, блядь. Біздің ата-бабаларға было похуй, как мы в дальнейшем будем существовать. Понимаете? Они жили свою жизнь и молча его прожили. Но мы же не должны молчать. Мы не в том сейчас положении молчать, блядь. У них, может, коммунизм был лучше, я не знаю, блядь, почему они молчали, блядь. Но у нас нихуя не лучше, поймите, блядь. У нас не лучше, блядь. Нам нужно, блядь, конкретно это, блядь, даже доказывать тут некому, блядь.
даже нечто доказывать, уже все, да, это очевидно все, блядь. Тут просто нужно, блядь, убраться, так сказать, от этого общего положения этой пидорасии, блядь, просто выйти от них, блядь. Даже, может, без боя, блядь, просто, блядь, выйти нахуй, блядь, не воюя, блядь. Ну, по крайней мере, так сказать, вот это озарение, можно сказать, блядь, от этой спячки нам пришло после, блядь, этой дебильной, нахуй, атеистической, нахуй, коммунистического строя, блядь. Понимаете, блядь? Этот атеистический строй, он нам, так сказать, блядь, ну, наоборот, наверное, показал нам, что наши предки жили хуёво, блядь. Для них, может, это было хорошо, но для нас хуёво. И мы поняли это, что именно, блядь, придя во власть еще этот путиносос, блядь, сраный, мы конкретно уже осознали, что такое нацизм, и что в этой стране нам точно, блядь, нахуй делать нечего. В этой огромной пидорасии, блядь. Поэтому, как, вот еще хотел добавить, блядь, будут еще такие дичи, мне кажется, блядь, где-то тоже, то ли мысль пришла, то ли читал, может, блядь, такую, блядь, дебильную такую мысль, скажу я вам, что какие-то земли, может быть, не захотят уходить от этой пидорасии. Вот я им скажу. Допустим, вдруг это захочет какая-то там Вологодская область, блядь. Где она, хуй знает. Вологодская область, блядь. Примерно, блядь. Это где-то что-то, блядь, Керем, блядь, нахуй. Или там, хуй его где-то, нахуй, не помню. Вот там где-то, блядь, там, сука, выше Екатеринбурга или что-то такое. Вологодская область, блядь, короче. Или я путаю, нахуй, где-то, блядь. Короче говоря, вдруг она скажет, мы хотим остаться в этой пидорасии. Этого не будет. Вот я вам просто скажу, этого не будет. Наша задача, все вот эти регионы, узкожопые регионы, которые областя, давайте так будем говорить, областя, которые разделены этими узкожопами, они не будут вообще котироваться в нашем движении. Объясню досконально. Почему? Потому что эти земли искусственно созданные земли на чужих землях. Но это любой дурак знает об этом. Просто имеется в виду, даже дурак знает, имеется в виду. Поэтому эти земли поглотят ближние республики. Поэтому уже, получается, вот эта херня ваша, референдум или что-то в этом, или как в Крыму, там, или там еще где-то там, они делали, блядь, движухи, как в Осетии, еще где-то там, вот эти, рубят меня уже, вот эти дела, подобие референдума у нас не будет. Голоса не будет у них. Потому что там, я думаю, блядь, живут наши, узкожопые, и кто-то там живет. Весь кишмиш, короче. И поэтому там никакого референдума, права голоса туда-сюда не будет. Просто мы возьмем их, разделим между собой, там, допустим, между Башкортостаном и Татарстаном дележка будет идти, дальше там, дальше чуть там Тюмень будет делиться с Казахстаном и так далее. Вот примерно так, все. Там нехуй делить, блядь. И обсуждения не будет этого, блядь. Вообще, блядь. Поэтому вы должны конкретно к этому, так сказать, зацикленно смотреть, что каждый регион это в данный момент, да, как называют, дотационный, вот этот дотационного, блядь, не будет, блядь. Оно будет, блядь, управляться Башкортостаном, Татарстаном и другими регионами, там, Кавказа и Дагестана и так далее. Это Воронеж, допустим, будет это Кавказ, и он будет управляться Кавказом. Как они там, как они там будут Чечню с Дагестаном делить, это тоже их не дело.
имеется в виду управление вот этих Ростова, блядь, Краснодара, блядь, все будет управляться Кавказом. Все поделится. Это черкесские земли или там чьи там земли, они мы говорили, эти земли, Сочи там туда-сюда, а то там орут, блядь, это армянские земли, блядь. Нихуя подобного, блядь. Армянам путак моего путак, нахуй. А армянам вон, блядь, в Армении, нахуй. Из Башкортостана тоже армян нахуй всех, блядь, оттуда, блядь, выслать, блядь. Депортировать нахуй в Армению. Поэтому, исходя от этого, которые мозга ебли в данный момент, вот, грабили наши Куштау, туда-сюда, им пизда, блядь. Те, которые армяне примут, блядь, допустим, независимость башкортов, татар, примут, нормально живут, блядь. Ни нацисты, ни долбоебы, пусть живут. Проблем нет, блядь. Также любой другой малой нации, блядь. Разницы нету. Хоть кто пусть живите, хоть даже индусы пусть живите. Я еще раз повторяюсь. Только в качестве, блядь, культурного народа, блядь. А не вот это дичь устраивать, нахуй. Там, этот, блядь, в еде, блядь, ходить, нахуй. Такой дичи у нас точно не будет. Поэтому Кавказ и земли, которые там кому что принадлежат, они не должны между собой держать этих узкожопых земель. Они должны и поглощены быть кавказскими республиками. Везде, блядь. Мы не должны никого видеть, блядь. Черкесы там, еще кто там, кто как захочет, так и поделит. Но без узких земель. Все, вот все эти земли были они из роду вообще, как Аллах Та'аля вас там создал, с тех пор они были вашими землями. Так что ваше право претендовать на каждый сантиметр, миллиметр земли, это все ваше. Все, вот по-другому никак. Это даже, я думаю, нельзя даже в какую-то дискуссию заходить с узкожопами. Это просто без разговора, блядь. Просто так пришли, так сказать, блядь, поделили, на бумаге нарисовали, кто откуда, и все. Допустим, Башкортостан оттуда-то там, допустим, с конца Челябинска, допустим, или там дальше Челябинска, потом дальше там Алтай, дальше там Казахстан где-то, там что так, все, больше ничего не должно быть. Больше вот как бы узкого мира не должно там быть. Или там какая-то область России, как Калининград. Торчать не должно, блядь, где-нибудь там посередине, на Урале, допустим. Там Уральская республика, блядь, Екатеринбург, блядь. Ебанулись нахуй. Не будет этого нахуй, блядь. Вот это не будет. Я вам как раз думал сейчас насчет карты, блядь. Той карты, которую кто-то нарисовал, какая-то дичь какая-то нарисовала. Вот это не будет Улан-Удэ. Вот и все. Вот и все. Примерно так. Блядь, я вспомнил, я же термос притащил, блядь. Сука, глотнул чего-то, я мерзнуть начал, блядь. Жестко, пиздец, блядь. Не горячий, не горячий. Точно, может, я согреюсь хоть так, блядь, я что-то мерзнуть начал жестко. Блядь, там тоже такая, может, теплая стала. Я не кипяток наливал, потому что я его не выпил вот здесь. Ну, такая уже остывает. Даже если термос остывает, это писец холод здесь, блядь. И то он вот здесь стоит, блядь, на диванчике. Ой, короче, Дуслар. Идем дальше или что, я не знаю. Я не дочитал. Ну вот, да. В тот день я читал, говорил вам, да? Дочитаем, блядь. Ушел оттуда куда-то. З-патриоты из русской общины оскорбились чувствами, зайдя в магазин прикупить пивка. Они увидели в магазине фото Путлера с заблюренным лицом и надписью «Цены повысились с 26 года благодаря этому человеку». Общинники потребовали снять плакат, но продавец отказался, заявив, что она не размещала и не ей и снимать. Комментарий один есть. Бузулук русской общины вообще никаких прав понаехали. Пусть на любом тюркском языке говорят, если они такие, все за правду. Блять, я не знаю, блять. В Оренбурге у меня живет дядя. Самое интересное,
блядь, ну, я думаю, тоже манкурты, наверное, блядь, пиздец, нахуй. Потому что, как это, блядь, нахуй, даже громко говорить страшно, блядь, нахуй. Брат мой, получается, блядь, получается, его сын, получается, работает в органах, блядь. В органах работает, блядь, и это пиздец, нахуй. И получается, это натурально манкурты, блядь. Я сейчас вот на них смотрю, вот, думаю, вспоминаю их, блядь, лица вспомнил сейчас, вот. И, блядь, я хуею, блядь. Манкурты, блядь. Живут в Оренбурге и манкурты, блядь. Служат, блядь, этому ебучему государству. И нельзя говорить это, что это, как говорится, родственник там, зачем ты это говоришь или что-то в этом. Нет, нихуя. Родственник, не родственник, манкурт, все, пизда нахуй. Шапалак, блядь, нахуй. По-другому никак, блядь. Ну уж, блядь, убивать уж, наверное, не станем, если они оружием не пойдут на нас, блядь. А так, думаю, блядь, нахуй, шапалак они должны. Трезвый, от трезвого человека шапалак должны, блядь, получить этот подзатыльник, нахуй, блядь. Чтобы они, блядь, очнулись и как-то, блядь, сука, блядь, пришли к, так сказать, общему знаменателю, что, блядь, Оренбург, блядь, и так далее, и другие вот эти места, как говорится, они не ускаженные земли, блядь. Поэтому, как бы, сука, блядь, служить нахуй России, блядь, я думаю, это ошибочная система. Блядь. И это не отмазка то, что ты хочешь заработать деньги. Блядь. Это не отмазка. Ну, опять Габасов грузил, еще раз повторение мать учения. 2 года назад, 15 января 2024 года, по разным оценкам от 4 до 7 тысяч человек собрались в башкирском городе Баймак возле здания суда, чтобы поддержать своего земляка, видного, уважаемого башкирского общественного деятеля Фаиля Алсынова. Вся Россия увидела и была удивлена сплоченности башкирского народа. В этот день суд перенесли. Через 2 дня о Фаиле Алсынове в башкирском народе заговорит весь мир. Ну и что, Габасов, вот я тебе говорю, блядь, ну и как ты вот, блядь, пишешь, и была удивлена сплоченностью башкирского народа. Блядь, Лагман Ильмаген Габасов, блядь, мозговед ты тоже, пиздец, блядь. Ханака сплоченность, блядь. 7000 адам, 7000 киши, это не сплоченность, блядь. Это не сплоченность, блядь. Я тебе говорю, блядь. Это не сплоченность, это дичь полная, блядь. Сплоченность – это когда вот эти 7000 человек держат оружие и идет, блядь, с нами на Москву, блядь. Вот это я понимаю, сплоченность, блядь. А то, что, блядь, они вышли, покидали снежками туда-сюда на ментов, блядь, а не дубинками и, блядь, и перцовыми баллончиками ебанули, нахуй. Вот это дичь, нахуй. А то, что, блядь, они вышли и что-то, нахуй, это хуйня. Это хуйня полная. Во время шествия Куштау там выходило еще больше. Во время, блядь, захвата Куштау выходило тоже дохуя. И там они бодались, пиздец, нахуй, с ОМОНом и всех этой, блядь, молодчиками, которые, блядь, спортрота пришла, блядь, разъебывать их, блядь. Их было там больше. 50 тысяч, наверное, было. Что-то такое, блядь. По всему Башкортостану. И там то же самое, блядь. Вроде бы что-то они бодались, но не против Москвы, блядь. Всего лишь за свою землю или там вот этот кусок горы, блядь. Нахуй кому он сдался. Еще раз говорю, блядь. Безнын цель, гора, если вы хотите гору, так сказать, любите гору, вот смотрите на Москву, пусть она тоже будет как гора Москва. Вот эту гору Москву надо разъебать. Как вам такое, блядь? Вот засуньте туда тротила нахуй, блядь, вот Кремль, блядь, и разъебите его, блядь. Вот это ваша гора, яма, блядь, пусть будет. Хоть что, вот. Как хотите его называйте, блядь. И все, вот действуйте, давайте, действуйте. А то, что там вы по Башкортостану туда-сюда гоняли, блядь, дичь какую-то, блядь, это не означает, что вы там, блядь, там, сука, как там он сказал, блядь, забыл, сплоченность башкирского народа, блядь. Прям
Габбасов порой, блядь, такую пургу несет, блядь, я хуею, блядь. Ну, Габбасов, если уж до такой степени мы пытаемся, да, мы, я говорю, именно мы пытаемся разбудить наш народ, но пахта qo'yish bilan давай не будем, а? Momoq kuti ostidan qo'ymayli, а? Этот тушак не ставь, блядь, под жопу, да? Так сказать, я не знаю, как. Mindar qo'ymayli. Puxli mindarlar qo'ymayli narsaki kut ostidan, а? Mindarga o'tirtmayli xoliqni, блядь. Bu xoliq hali недостоин mindarga o'tirtirgan, блядь. Boshqa bilan totarni hali qiynarga, блядь, kerak. Пока Moskovni, блядь, qo'lga olmaguncha, нахуй, boshqa bilan totar, ты должен, блядь, нахуй, momoqqa o'tirtirgan. А sen uni momoqqa o'tirtasan, блядь, нахуй. Momoqqa o'tirtuv это полнейшее лицемерие, блядь, ёпта. Hali boshqa bilan totar hali недостоин, как говорится, своей независимости. Они еще движуху даже не сделали в эту сторону, блядь. Понимаете? Если бы они бы хотя бы, допустим, такой пример, блядь, вот последний пример, Иран. Иран что сделал, блядь? Что он творит, блядь? Сколько людей уже погибло там, неизвестно, блядь. Вот так Башкортостан, Татарстан, трудно, юг. Даже Казахстан в свое время что-то рыпанулся там насчет чего-то там, блядь. Там хрени какой-то. И, как говорится, весь Джалабад, хотел сказать, этот Алмата, короче, Шымкент, вот это все встали. Там еще по какие-то города еще там встали рядом. Все встали. В чем прикол был, блядь? Поэтому туганлар прям возвышать булмаган нарсаны не стоит. Потому что синя bu ishingga rahmat aytuvchi yo'q. Не надо тупить, блядь. Я вот так только могу сказать. Нужно конкретно сперва вот этот народ, блядь, довести к этому, так сказать, к экстазу, экстаз по уничтожению Москвы, блядь. Вот потом только, когда мы их будем кончать, вот тогда мы можем что-то сказать. По-другому никак. А вот это то, что, блядь, дичь, это, ну, я думаю, это, ну, давайте не будем обманывать друг друга, блядь, просто так. Давайте хуйней страдать не будем. Турдулар, Бостулар, Загалсынов, бла-бла-бла, все мы поняли, все. Вот примерно так, но не больше, не больше. Это не было словом по захвату Москвы. Рядом не стояло это даже, блядь. Буква «М» даже рядом не стояла. И когда он говорил даже, там, русские пусть в Рязань едут нахуй, это не означает, что он против Москвы был. Это движение не против Москвы, а это движение было внутреннее башкирское движение, не против Москвы. Против Москвы оно по-другому, блядь. Так, шахеды летят, но снег ведь тоже убирать надо. В Львове дворник во время российской атаки просто продолжил делать свою работу и стал героем соцсетей. Охуенно. Ну, дичь, короче. Так, короче, вот здесь, я как понял, шахеды летят, он работает. Вот все, ебануло что-то там, блядь, несколько шахедов. И 3-4, да, попадало. Прям, блядь, Звездные войны, блядь, видите, да? Блядь, охуеть. А человек убирает снег во Львове. Я, брат, я бы тебя попросил бы следующий бой дать мне не казаха. Просто я не хочу... Я, брат, я бы тебя попросил бы на следующий бой дать мне не казаха. Просто я не хочу с казахами. У нас у чеченцев так принято, что нам с детства вот
рассказывают про казахов, как нас приняли туда-сюда. У нас есть такой момент, что мы не хотим драться с казахами. Вот, поэтому на следующий турнир попросил бы дать и казаха. Ну, я бы тебя попросил. Ну, как вы сами понимаете, вот эти бои мои, это не мое. Спорт, морд, не мое это вообще, блядь. Даже комментировать не люблю. Ну, что я могу сказать? Да, хоть кто-то что-то признал, блядь. Но признавая это, нужно еще одну лицемерность признать. Вот это чисто скажу для всех. Вот этот, наверное, борец какой-то там, да, чеченец, допустим, да, значит, получается, bizde, Башкортостанда, Татарстанда, Казахстан и так далее, бар күрәш. Күрәш. Бильбао, ну, как это называется, я не знаю. Вот это скидывается на пояс, да, человеку, и вот этим, вот так, да, но никакого мордобойства нету в наших движухах, так сказать, в нашем спорте. И мордобой, МММ, блядь, вот это всю дичь, я думаю, Башкортостанда, Татарстанда надо завязывать в дальнейшем. Bizga u kerak bo'ladi. Подавно, если мы хотим независимости, когда у нас образуется независимость и дружба народов укрепится уже без узкого мира, прямолинейно, и как бы вы не будете рабами Москвы и не будете за Москву ездить по странам, как говорится, вилять своей жопой, грубо говоря, блядь. Я считаю, блядь, это все мордобойство надо прекращать. И переходить только к күрәшке. Потому что спорт все равно нам нужен, и он должен быть күрәш. Күрәш, который именно бильбао белян, по пояс, с пояса опрокидывания, как я понимаю, да, примерно вот в таком экземпляре вот такие должны быть у нас соревнования, но не больше. Гладиаторские бои, нахуй, как в древности во время Геракла, блядь, и всяких спартанцев, блядь, пизду, нам не надо устраивать. Поймите, во-первых, это там, то, что казахи помогли, это понятно, это альхамдулилля, вот как я до этого говорил, блядь, отправка их, да, ведь геноцид, грубо говоря, чеченцев и крымских татар. Я хочу сказать то, что, в смысле, что bizga вообще мусульман бола тұрып, кішіні битіне соғырға мы не имеем права. Не то, что там другому народу, кішіні битін біз пачақларға не имеем права. Кішіні битіне бізге Аллах Таалам айтқан не трогать лицо. Понимаете? Когда даже вот до дистанции шапалак поехали делать этому татарину, по лицу, я считаю, не надо было делать. Да, хотя бы, блядь, пни, да, по жопе его пни, да, в крайнем случае. Блядь, но шапалак, я считаю, что выше вот этого места, дальше, я думаю, это уже перебор. Почему? Это со стороны же унижения, это перебор, я вам скажу. Со стороны унижения бить по лицу, это самое низкое, блядь, я думаю. Почему? Потому что если бы оно было бы, так сказать, в Коране не было бы написано, да, ну ладно, сказали бы, фиг с ним, а в Коране написано. И как бы, да, ну как это в Коране, имеется в виду, по сунне, да, у нас, да, по Корану уж я, может, я сильно сказал, имеется в виду по хадисам, по сунне и так далее, по лицу нельзя. И вот исходя от этого, мусульмане, которые сейчас в манкуртском состоянии живут и ходят на ММА и всякую вот эту дичь, нахуй, я думаю, блядь, нахуй, надо прекращать. Башкортостан и Татарстанда мы не должны будем развивать этот спорт. Мы не должны будем развивать спорт, который ебашится по лицу. Ебашить по лицу – это, я считаю, тактика, именно пришедшая, блядь, от этого кафирского
кафирских стран, которым как бы там у них не обозначено по лицу ебашить можно или нет. И поэтому у нас обозначено, как по исламу, у них это нету. Я не могу сказать, что у них есть или нету, блядь, что-то в Библии. И поэтому для них это как бы, ну, так сказать, знаете, как бытовая жизнь, так сказать, можно сказать. Повседневная жизнь, блядь. Просто, блядь. Просто поебашили, поссорились, блядь. Понимаете, вот, как-то так, блядь. Поэтому бізге не то, что там Казахстан там и так далее. Бізге еще Россияны ішіндегі дәулетлер белән бізге нужно будет определиться, чтобы вот эти движухи в наш адрес, в их адрес не должно быть. Понимаете? Не то, что там прийти, оскорбить и ёбнуть по лицу, блядь, там такие драки, наверное, само собой не удержать будет. А вот именно, блядь, показывать это в государственных каналах и иметь там независимость Башкортостана и Татарстана и делать ММА, и вот эту всю дичь нахуй, я думаю, это будет, ну, так сказать, ну, короче, проделанным делам, победе и независимости Килишми. У Килишми, Ярашми. У Килишми Тарванайбер был, блядь. Понимаете, это стыдоба, блядь. Потому что мы, как говорится, идем против своего общего врага вместе, а потом, блядь, создаем какие-то единоборства в виде, блядь, шапалаков, блядь, по лицу, но это полный, нахуй, ебанизм в любом понимании, блядь. Понимаете? И еще можно добавить так, да, это игнорирование другой спорт, который нам дан, правильный спорт, а мы, игнорируя этот спорт, превозносим ебашение по ММА как зарабатывание денег и как бы превозносим себя на пьедестал какой-то хуйни, вот это, блядь, взял золото, взял это, блядь, нахуй, потому что он ёбнул, нахуй, допустим, Макгрегора, блядь, нахуй, унизил, блядь. В чем прикол, блядь? В чем прикол в этого, блядь? Нахуй тогда с соколом на сбор без? Если мы идем ебашить по лицу другому человеку. Да, вы скажете, он же кафир, с кафиром можно, но с казахом нельзя, с узбеком нельзя. Это что, блядь, двойные стандарты лицемерия, что ли? Поэтому это тоже этот эквивалент вот этого, блин, прогресс, пусть это будет как раз-таки будет превозносить нас, что мы отошли от этого спорта, что мы другие, и за любые движухи, которые будут в мире, мы согласны какие-то, которые будут в нашем приоритете, и нам будут они подходить. Не подходит нам ММА, пошли нахуй, не подходит, все. Вот как-то так. Это тоже самое, я думаю, можно интерпретировать со своим нафсом. Вот нафс, он контролируется каждым из нас. И вот это тоже пусть будет контролем нашего будущего, иншаллах, независимого Башкортостана с Татарстаном, контроль над вот такими выскочками, вот такими делами. Вот как-то так. Вот как-то так. Потому что мы не имеем в этом, во-первых, права, во-вторых, мы не будем уподобляться, блядь, вот этой дичи, мировой дичи, где они будут ебашиться. Вы просто можете, блядь, как спорт смотреть, мы это не можем не заставить вам не смотреть, да, или как-то, блядь, заставить смотреть. Вы можете смотреть, как будут эти, даже те же узкожопые или там американцы ебашиться между собой по ебалу, блядь. Армрестлинг устраивать, всякую рестлинг, движухи какие-то там, и женщины дерутся. Вот эту дичь будут они устраивать между собой, а вы просто наблюдайте. И показывайте себя, какой правильный ислам, и наш ислам, он, альхамдулилля. И тем самым мы докажем миру, что без ебашивания по ебалу
уж грубо скажу, блядь, друг другу, мы можем crash yourself вот этими веревками, тряпками вот этими, да, бороться и побеждать. Каждого из них. Понимаете смысл, да? Это? Вот примерно так. Там сабли, вот это, блядь, там какие-то драки, да, тоже устраивают. Тут, там, как это называется, не помню, допустим, да. Это, ладно, хуй с ним. Это спорт. Сабли там, блядь, рихтование, блядь, вот это, фехтование, блядь, всякая хуйня. Это спорт, блядь. Там же опасный спорт, базара нет. Ну, там же не ебашится, блядь, по ебалу. Понимаете? Голыми руками. Ну, как-то так, блядь. Поэтому я считаю, что вот этот момент, я думаю, нужно будет, я уже дохуя переговорил, нужно пересмотреть. Ебашение по ебалу мы не должны делать. Вот и все. Потому что мы должны отличаться чем-то. Пусть это не будет отмазки какой-то там, потом они будут говорить там из-за ислама там и что-то. Нет. В первую очередь закон ислама, во-вторых, мы не долбоебы. Все. Вот как-то так, блядь. Мы не долбоебы, ебашить друг друга по ебалу. Все. Ебашьте сами себя в других странах. В кафирских. Так, что тут происходит? Силовики разогнали москвичей, устроивших концерт на 3-метровой куче снега в центре города. Сугроб на Миусской площади в районе Белорусской стал местной достопримечательностью. Туда стали приходить москвичи, снимать контент для соцсетей, но не накануне молодежь устроила на дюне импровизированную вечеринку с песнями и танцами. Пиздец, кино, блядь. Вот, блядь. Там ха-ха можно ловить, блядь, в натуре, вот, блядь. В тот день вроде где-то видел, блядь, тоже на каком-то нахуй Ютубе, блядь, то же самое было, блядь, что-то я загружал вроде даже, блядь. Вот это место, наверное, блядь. Ну да, похоже на это место, похоже, да. У них концерт, блядь. Забыли мамы, телевизоры, что? Включить! Ебанутые. Ебанутые, блядь. Поют какой-то ебанизм. Ну вот, разогнали, молодцы, блядь, нахуй. Спустя полчаса полицейские всех разогнали со словами «Вам скучно, что ли?», сославшись внезапно на необходимость освободить место для работы уборочной техники. Сразу, блядь, нахуй. Очко Джим-Джим, да, блядь, нахуй. Тех, которые туда заваливали этот, блядь, снег, нахуй, и не убирали, блядь. А чё, блядь, у вас же стояли, блядь, на Варшавском шоссе, блядь, везде стояли топки, нахуй, вот эти снега, блядь. А чё ж туда не валите, блядь? Или топки в этом году уже не работают, нахуй. Топили они, нахуй, снег, блядь. Создавали воду потом из него, блядь. Пиздец, блядь. Чё, блядь? Или они сгорели у вас, или чё, блядь? Не работают эти топщики, блядь, нахуй, гребаные. Так, Россия удерживает национальные меньшинства силы без демократии. Русский писатель Михаил Веллер. Ну и что он говорит, послушаем. Строить демократию, вот истинную демократию, то Россия развалится. Она состоит из слишком многого числа народов на своих исконных, так сказать, родовых землях. Народах со своей историей, со своей культурой, со своим языком и со своими традициями. И самосознанием национальным. Они живут на своей земле. Конечно, каждый из них тяготеет к самостоятельности. И, конечно, дай им волю, они скажут, нахрена нам это Москва? Вот великий татарский народ, немалый башкирский народ, во многом самостоятельно очень твердый якутский народ, про Северный Кавказ отдельный разговор. Все знают, все знают все. Сами русские, но не хотят признавать. Нет у русских ничего, ни земель, ни величия. Есть народы, за счет которых они живут. Но прыгают и строят из себя непонятно что. Так написано.
Вот так и есть, блядь. Вот узкожопые это просто не могут понять, блядь. Узкожопые, блядь, нахуй думают, что, блядь, вот бізге ата-бабаларыбыз калдырган, мына шуны біз бәжәрегә тиешбез, біз шуны мына дальше больше должны нести это бремя свое, блядь. Ебанутые, блядь, сука. У вас, блядь, в 19 веке, блядь, тупые были, блядь. В 17-18 то же самое, блядь. В 15 Иван Грозный долбоеб был, блядь. В 21 веке тоже долбоебы. У вас вообще есть цивилизация вообще в голове, нет? Вы хотите сказать, вы цивилизованные, что ли? Цивилизованная страна – это кто? Это те, которые, блядь, нахуй создали, во-первых, свое государство, дали пожить другим, блядь. Вот это цивилизация. И потом между ними идет, как говорится, торговля, блядь, работы какие-то, блядь, продвижение и так далее, блядь. Вот как-то так. Поэтому, блядь, вот хочется, вот, как вспомнишь, цивилизация, блядь, я ж Москву, именно Москва-Сити разъебать, блядь, под кирпичик, нахуй. Вот Москву-Сити, блядь, именно, блядь, разъебать под кирпичик, потому что они еблись, строили, нахуй, вот пух и прах его разъебать, блядь. Принципиально разъебать, все взорвать, как те, блядь, в Америке, блядь, эти, блядь, две башни взорвались, вот, взорвать их снизу, блядь, нахуй, освободить людей, нахуй всех послать оттуда и просто их взорвать, блядь. Принципиально взорвать, чтобы цивилизация, нахуй, которая, блядь, как бы в кавычках, нахуй, существует только в Москве, оно не должно существовать только там. Вот принципиально, вот по таким, блядь, темам, блядь. Почему? Потому что, блядь, они не могут, блядь, в 21 веке выйти, блядь, нахуй, на стадию цивилизованности. Я не знаю, тупые, блядь, вроде бы и умные есть, блядь. Если вот это догадки, блядь, рассказывает русский писатель, блядь, Михаил Веллер. Ну, явно, конечно, не русский, Веллер, блядь. Какой-то немец, блядь, непонятно, блядь. Или кто он там, блядь. Что за Веллер, блядь. Швеллер, блядь. Пропеллер. Я не знаю, что за, блядь, фамилия. Поэтому явно, наверное, какой-то еврей, наверное, блядь. Наверное, блядь. Ну, из-за этого, блядь, Туганар, блядь, это полный такой, знаете, кипиш такой, блядь, ну, узкого мира, что как-то, блядь, вот не ту, блядь, нахуй историю, что ли, им оставили, блядь, чтобы держать эту империю, блядь. Ну, не та история у русских, блядь, не та, блядь, я вам скажу, блядь. Сука, блядь, у них что-то не работает, блядь, где-то что-то не работает, явно, блядь. Или до такой степени они хотят по жизни жрать, блядь, то ли у них голод все-таки, блядь, ебашит, то ли что, блядь, вот я не могу догадаться, блядь, конкретно что их, блядь, ну тут, конечно, догадок много, конечно, но что именно, блядь, их к этому ведет, блядь, потерять стул Путин боится, ну ладно, блядь, Путин уйдет, блядь, отдать государство кому-то, кто же боится, блядь, вот это интересно, блядь. Понимаете, здесь вот в чем прикол. Так, вот здесь комментарии почитаем. В боксе тоже бьют друг друга по лицу, но если сравнивать с ММА, бокс более цивилизованный, чем ММА. ММА это совсем дикость. Ну, блядь, ну да, и бокс, конечно, но бокс с перчатками, но как-то, блядь, я не знаю, блядь. Ну, именно, чтобы, блядь, принцип, знаешь, блядь, поебалу, чтобы ебили, блядь. Понимаешь? Вот этим нужно как-то вот. Потому что, вот, если даже вот про спорт, да, говорим, я считаю, что, блядь, любому человеку на земле, да, ведь если придумать какой-то спорт, блядь, этого спорта хуево туча, блядь. Хуево туча. А вот именно драка, спорт драка, это просто заколачивание денег. Понимаете? Это просто, я считаю так, заколачивание денег, это для чего? Чтобы народ, вот сам народ из этого, так сказать, драчунского, так сказать, блядь, состояния не вылазил. Вот у меня такое чувство, чтобы он не вылазил с этого драчунского состояния, чтобы они, блядь, нахуй были постоянно, блядь,
в таком, блядь, военном, блядь, состоянии, чтобы они постоянно дрались, блядь, нахуй, ненавидели друг друга, блядь, морду били, блядь, то все, блядь, там матерились, блядь, на весь экран, как этот Макгрегор, блядь, с Хабибом, блядь, потом друг друга злят, блядь, потом дерутся. Нахуя, блядь? Зачем это, блядь, на весь мир? И зачем это показывать? Ну, так, я так думаю, блядь. Ну, как дичь полная, блядь. Нам гладиаторы, которые калечат друг друга на потеху толпы какой-то, не нужны. Это дикость нецивилизованная. Да, вот именно. ММА и все это вредно для здоровья человека и морали всего общества вещи. Варяга Колбина из Москвы назначили, это было последняя капля, не говоря о закрытии казахских школ и пренебрежительном отношении к казахской культуре. Варяга Колбина. Мы, казахи, будем на стороне башкуртов стоять, и никто башкиров и пальцем не тронет. Иншаллах, рахмат. Туғанлар. Бізге, білесіз бе, вот мен айтып тұрам бит енді. Вот нам нужна какая-то территория все равно, знаете. Вот мне кажется, блядь, все-таки нам надо какую-то территорию уже освоить, и там вот как вот есть же какие-то там движения в Афганистане, там то, все, они же, блин, как-то живут. Если бы, допустим, афганцы, талибы вот эти хотели бы ёбнуть по этой организации, которые живут и которые порой иногда заходят в Таджикистан, чтобы сместить Таджикистан, блядь, с власти этого Рахмончика, блядь, Имамали, блядь, долбоеба этого, снести его, они же иногда набеги делают с Афганистана. Я думаю, что талибы к ним не могут подойти. Или они вослась друг с другом и просто делают движуху, то, что давай, не лезь сюда, блядь. Вот как-то так, блядь. Мне кажется так. Почему? Потому что и те мусульмане, и эти мусульмане, понимаете? В Афганистане, я думаю, сильно, блядь, деления этого нет. Просто мы не знаем. И вот и нам бы такой пример сделать, блядь, на какой-то территории, блядь, сделать, блядь, базы военные, блядь. Я даже, вспомнил, в каких-то эфирах же в прошлом году говорил это, чтобы, если бы были у нас финансовая какая-то подушка безопасности, мы могли бы договориться с афганцами и там организовать вот это наши обучаемые какие-то лагеря, где мы будем обучаться всему этому делу, и в дальнейшем, может, даже и афганцы с нами пойдут, там, отомстить за свой афганский народ, блин, прошлого. И как бы мы могли бы собрать там огромные, как говорится, войска и двинуться в сторону Москвы. Понимаете, вот со стороны Афганистана я вижу больше какие-то способности, что ли, блядь, организоваться с ними как единое какое-то движение против этой, блядь, России. Потому что в Казахстане это тяжело, потому что там реально там манкурты, президенты, блядь, с ними тяжело будет разобраться. Ну, кто его знает, блядь, может, они тоже поменяют свою дисциплину, блядь, и как-то будет по-другому. Ну, тоже гарантии нет. В Узбекистане, Кыргызстане то же самое. И поэтому только остается какой-то вот ни туда и ни сюда Афганистан. Даже Туркменистан не получается. Только вот Афганистан вот такой, весь такой беспредельный, такой, все можно, как бы, можно, не можно, все можно, все можно. Вот как-то так. Я думаю так. Поэтому мы должны, думаю, ну, как-то, блядь, к ним, во-первых, блядь, без денег не подкатишь, и как-то вот организовать нам финансовую какую-то помощь откуда-то и договориться потом с афганами, чтобы они дали нам на какой-то там, допустим, же вот Трамп туда-сюда поставил же, блин, свои гарнизоны ставит везде, блядь, свои вышки туда-сюда, типа его армия везде там. А у нас будет наша как бы будущая армия, блядь, но дислокация будет это типа Афганистан, блядь.
Было бы, я думаю, идеально. Блядь. Договориться с ними, и им, считай, блин, какие-то деньги будут перепадать. И нам, и нам можно будет, блин, как-то с ними контактировать в каких-то боевых их движениях, блядь, как они вообще раньше во время Афгана держались, там, ну, какие-то там инструкции мы бы тоже получили бы там, блядь. Я так думаю, блядь. Вот как-то так. Плюс там генерал-майор или как там, генерал этот Достон есть, наш узбек, короче, да, афганский узбек. Считаете, я думаю, мы бы там нашли бы. Я лично, наверное, сам договорился бы с ними. Мы нашли бы общий язык там с ними. Проблем нету. Вот. Как туда зайти, блин, с огромным, так сказать, финансовым потоком, вот это вот где взять. Потому что если бы мы вошли бы в Афганистан деньгами, мы бы еще вдобавок помогали бы попутно не только строить себе какие-то гарнизоны, а помогали бы попутно тамошним людям перестать жить в пещерах, и строили бы какие-то махалля, там, деревни, города, обустроили бы Афганистан в таком ракурсе, чтобы они уже не жили в пещерах, а жили как нормальные люди. Как-то так. Я так думаю. Как-то так. Меня Дуслар рубит, блин, меня колбасит конкретно. Короче, будем, наверное, отбой делать. Вот так буду приходить, может, сюда. Вот здесь писец холодно, я вам скажу, блядь. Каждый день не придешь здесь. Заболеешь, блядь, опять. Не знаю, что холодно, блядь. Нет отопления. Там же нет отопления здесь. Я не вижу отопления. Тут воздух холодный идет, и все. Отопления тут нет. Дичь какая-то. Поэтому я думаю, наверное, пойду, блядь, спать. Блин, время 3:30, блядь. У меня, все спят, блядь. Надо уже все валить отсюда. Раз. Утро уже будет. Поэтому, как бы, Дуслар, хайрле киш, или доброе утро вам всем. Оренбург, его часть, которая казахская, за исключением башкирских земель, это земли младшего жуза моего рода Алимов. Вот я и говорю, вот начиная с наших земель, до Монголии надо будет разделить это все дело, как говорится, именно вот с нами, потому что контроль мы должны делать Татарстан с Башкортостаном и с Казахстаном. Вот эти все до передачи Приморья и после передачи Приморья Японии, вот до Японии мы должны контроль делать, потому что это наша компетенция, это нам нужно, чтобы Китай нос не заводил свой никогда. Никогда Китай не должен зайти туда, блядь. Китайна işi yok нахуй. Китайна üzerine территориясы әлләнинди, блядь, нахуй, километраж, блядь. Он пусть разбирается сам, блядь, там в своей территории. Ему хватит, нахуй. Если уж голодать будут уж, блядь, поможем. Если уж до голода, если они дойдут, блядь, поможем. Проблем нет, нахуй. Но, блядь, заселять их, блядь, в это бывшие, блядь, пидорасии в дальнейшем нельзя, блядь. Они как саранча, блядь, там все захватят потом. Их нельзя заселять куда-то. И это пиздец опасный народ, блядь. Ебанутые. Калининград — это Кёнигсберг, часть Латвии и Польши. Да, и Польши, и Германии. Германия, это земли Германии, блядь, эти долбоебы отжали, блядь. Место национальной кухни, музыка, танцев и так далее. Язык и религия у других аспектов культуры – это неотъемлемая часть национальной идентичности. В СССР дружба народов – это значит, ты должен быть колонизирован русскими, забыть свой язык, забыть религию и умереть на очередной войне русских оккупантов, чтобы поработить уже новый народ. Вот, блядь. Вот это как вот сейчас с Украиной, блядь. Нахуй это нам надо? Правильно, границы открыты должны быть. Каспий банк,
поддержать администратор финансов. Ну да, ну, базара нет. Кстати, я этот скрин сделаю. Ой, блядь, не делаю. Да. Не забывай свои языки, брат мой, береги себя. Рахмат. Привет, привет, говорят привет, привет, так. Как дела? Я только зашел. Да, да, я искал тебя. Валейкум ассалам рахматуллахи баракату. Привет из Кыргызстана. Салям, салям Кыргызстанга. И я удивляюсь над людьми, кыргыз, узбек, таджик, привет не говорите уж, давайте договоримся, салям говорите хотя бы. Салам алейкум. Давайте, у нас будет девиз, да, это же наш девиз, салам алейкум, значит, ага, брат мусульманин, понимаете, привет, привет, давайте уже потихоньку будем. Я тоже в детстве говорил привет, привет там, потому что, блядь, в России жил, блядь. А потом, ну, у нас как бы вместо привета, конечно, мы пользуемся до сих пор салям, мы говорим салям, все, привет, привет, это так, где узкожопые привет говорили. А так этот салям это самая тема. Мы уже поймем, что кто пишет. Так, добрый вечер, добрый вечер. Ну, я так просмотрел. О, Рахмат, Рахмат. Ты всех вычистил, там никого нету. Я вот до этого я охренел, короче. Когда не было тебя, я охренел, блядь. Чистить, блядь. Есть территория в Пакистане, где пуштуны живут. Пуштунистан, Пакистан, там почти ничего не контролирует. Ни хрена себе. Есть Косово, есть Сирия и даже США и Канада, где много земли, на которой никто не живет, есть где можно базы создать. Вот поэтому я говорю, финансовая сторона будущего Башкортостана с Татарстаном, Ичкерии и Дагестана, если будет она к независимости, вот, к независимости идти, я считаю, наша независимость должна как-то обеспечиваться именно теми людьми, которые вот съебались, напиздили денег, блядь, нахуй, это пидорасии в свое время. Башкортлар, татарлар, явно же вы на жопе тихо сидите где-то, блядь. Вот я больше всего от них требую, потому что от обычного народа мы брать не имеем права. Вот те, которые напиздили, вот вы и обязаны нам вот эту тему, блядь, так сказать, поддерживать. Почему? Потому что в вашем приоритете вы в дальнейшем зайдете в Башкортостан, Татарстан или нет. Или вы так, блядь, сдохнете, блядь, со своими деньгами на чужих каких-то странах и так далее, и так далее. Вот об этом вам нужно думать. Блядь. А в дальнейшем уже какие-то страны, если нам будут помогать, это уже как бы вдобавок к этому. А сейчас вы должны помочь нам начать это все движение. Начать это движение, ваша задача помочь, Башкортостан, Татарстан, в любом понимании. И это будут первоначальные инвестиции хотя бы под какие-то там, не знаю, нужды там и так далее. Но чтобы инвестировать и в то же время от этого какое-то дальнейшее развитие получать, я предлагаю, всегда предлагал, блядь, делать, блядь, какой-то бизнес, так сказать, движение, где этот бизнес-движение будет приносить какую-то энную сумму от тех выработанных денег, которые вы там предоставите как инвесторы. И так оно будет уже как бы рожать чуть-чуть там дальше, как больше развития пойдет, рожать деньги, само по себе уже этот бизнес будет рожать деньги, и эти деньги будут напрямую идти на обеспечение вот этих военных и так далее. Могли бы вот так как сделать, но пока я не видел этих людей. Вот никто пока еще не хочет
этим заниматься. Вот как-то так. Вот как-то так. Поэтому, Дуслар, короче, я вырубаюсь реально, короче. Мне кажется, выйдет, наверное, глаза туда-сюда косеют. Короче, я буду спать, Дуслар, блин, не могу, блин. В дальнейшем посмотрим, если тут, не знаю, всегда так тихо, если тихо, то я буду приходить сюда, короче. Вообще ни хрена никого нет, потому что холодно. Надо придумать еще с обогревателем. Может, я этот обогреватель найду. Подумаем, короче. Нужно, блядь, с обогревателем приходить. Я думаю, охренеть. Вот летом было бы охрененно тут, оказывается, сидеть. Вот так вот, как-то так. Короче, Дуслар, танışıyor я. Вот пример. Франц и Наполеон Бонапарт из французской диаспоры на острове Корсика Сунь Яцен, отец современной китайской нации из китайской диаспоры. Деньги собирал в Лондоне, образование врача получал. Ну вот видите как. Вот так. Вот такая вот информация. Дуслар, короче, Йобабас, всем рахмат, особенно сегодня ТикТок, альхамдулилля, не блокировался, 15 человек, вот там грубо 17 человек сидит, 15 человек стабильно сидит, Зур рахмат. Крайняк, если я в ТикТоке не бываю, в Ютубе сидите, если в ТикТоке не бываю, в Ютубе вы сидите, которые в ютубчике, вот как-то так. Будем на связи. Будем закрывать время, потому что уже 24 утра. Надо спать. Меня уже колбасит конкретно, жестко. Вот как-то так. Всем танışıyor. Будем закрывать. До этого было. Максимально распространяйте. YouTube закрываю. Всем рахмат. Спокойной ночи. Ну, как говорится, выходных. Суббота. Вроде.